Кого быстро порчу, что продукты это да? Впечатления только положительные. На данный момент мы прошли, получается, около 6 километров. Осталось еще примерно 5-6 километров еще осталось. Так, мы вышли с казино, с Хоя, получается, и идем в направлении Харкироя, кажется, называется. В общем, сама поездка, самое путешествие, можно сказать, очень интересное. Пейзаж же завораживает, сам себя испытываешь. В общем, только положительные эмоции, всем советую, рекомендую попробовать. Вот в таком походе ты впервые или как? Я лично, да, впервые, но друзья уже опытные, поэтому им полегче будет. А так, тем, кто впервые, конечно, будет вначале сложно, особенно где подъемы, если у вас вот такие сумки, тогда уже чуть посложнее будет. А так, в принципе, для начинающих тоже хорошее. То есть ничего такого сверхъестественного тут нету, можно, в принципе, попробовать. Вот, а ты готовился к этому походу? Нет. Нет. Вадик туда крест, срочно здесь. Масло цветут оттуда. Islandissa hauella vuosi mä voisin sitä oma vissi. Päästis vai? Собралось уже около 50 человек, участвуют в походе. Заявок было еще больше, около 100 с лишним. Но из-за именно наших ограничительных мер мы разбили эти походы на 2 этапа. То есть на следующей неделе еще будет у нас один поход, и участники, которые записались, будут участвовать там. Также мы соблюдаем социальную дистанцию при прохождении маршрута. И заявок очень много, были заявки из других регионов, но пока что мы предупредили всех туристов, что по приему организованных групп республика пока еще не готова, границы пока еще не открыты, и в скором времени все откроется и запустится в полной мере. Пока что мы развиваем именно внутренний туризм, чтобы привить людям любовь именно к активным видам туризма, трекингу, пешеходным маршрутам. Надо еще отметить, что большинство это жители Чеченской Республики, а также жители других регионов, которые работают, живут временно в Чеченской Республике. То есть представители других национальностей тоже у нас в группе сейчас находятся. Хотите, я вам испорчу кадр? Бачиш ولا خدوش؟
Так, идем мы с казино Яма, с базы стартанули, идем до села Харкарой. Ну, мы уже стартанули почти 2,5 часа будет, и остается нам по времени тоже минут 30-40. По расстоянию прошли около 7 километров, остается там порядка 3-4 километров. Вот о пункте расскажи нам, назначение Харкарой, вот что это за село? Вот, именно Харкарой, у села Харкарой в пещере, там есть интересная пещера, там находится родник, он считается целебным. Вот в советский период многие сюда приходили именно за этой водой. По данным, так скажем, наших предков, вода очень полезная, может лечить различные заболевания. Само село заброшено, как и Хойболи нам известное, заброшено в 1944 году. На данный момент у села Харкарой проживает один человек, человек со своей семьей, занимается скотоводством. И, естественно, вот в самом селе, в старых сооружениях после депортации уже люди не жили. Вот мы знаем, что будет с ночевкой, да? Да. Пеший поход, вот как все это будет происходить у нас? Достигаем места, там, естественно, сначала размещаемся, потом идем на сам этот родник, потом уже это будет дело к вечеру. После уже на второе утро мы планируем подняться на вот эту гору, там высота порядка 2600 метров, и маршрут чуть-чуть другой будет завтра. И спустимся, а там уже на транспорте до Грозного. Транспорт бесплатный, кстати. Уже порядка 2,5 часов и прошли где-то 7 километров. Да, место назначения осталось. Ну, а в пешем походе я участвую впервые. Узнала вообще об этом пешем походе именно на страничке, в Инстаграме, на страничке у Министерства туризма. Поделилась со своими друзьями, говорю, давайте поедем, все равно в субботу нечего делать дома, отвлечемся от обычной суеты, от рабочей, и поедем в горы. Тем более после пандемии это как раз-таки самое то, что нужно сделать человеку, который... Например, я провела 3 месяца в изоляции и не выходила никуда, поэтому сейчас для меня поход в горы это какая-то отдушина. В пейзажах Чеченской Республики можно говорить много. В принципе, природа, она везде красивая. Мне очень нравится природа именно Северного Кавказа, потому что я здесь живу уже большую часть своей жизни. И мне нравится, в принципе, все. Я не могу ничего сказать. Она везде красивая. И чеченская, и другой республики тоже природа, она везде красивая. Сама я из Кабардино-Балкарии. Я жила там большую часть своей жизни, но родилась вообще я в Сибири. Учиться я приехала, потом учеба закончилась, начала работать и продолжила уже обучение. Сейчас учусь на магистратуре. А так работаю сейчас.